прямом эфире башкирского спутникового телевидения, вечерний телецентр. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Екатерина Тимиряева. Здравствуйте. Поговорим сегодня о том, как прошли длинные новогодние каникулы. Довольны ли вы ими? Можете ответить в нашем голосовании. Два варианта ответов: да или нет. Напомню, что руководитель Башкортостана Радик Хабиров перед тем, как наступили эти длинные новогодние каникулы, ставил задачу о том, чтобы они прошли насыщенно, ярко и, главное, безопасно. Пресечение продажи суррогатного алкоголя, организация спортивных и культурных мероприятий, профилактика пожаров и ДТП, уборка снега. Справились ли профильные структуры с этой задачей? Говорим об этом прямо сейчас. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Номера телефонов вы видите на своих экранах. Ну а прямо сейчас я представляю наших гостей. Кирилл Первов, первый заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Здравствуйте. Добрый вечер. Азат Асадуллин, врач-психиатр, нарколог высшей категории, доктор медицинских наук, заведующий отделением наркологического диспансера Республики Башкортостан. Здравствуйте. Андрей Бычков, начальник отдела жилищного хозяйства администрации Уфы. Здравствуйте. Добрый вечер. И Ильнур Идиятуллин, заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы. Здравствуйте. Добрый вечер. Кирилл Сергеевич, первый вопрос будет к вам. Как вы оцениваете, как в Башкортостане прошли с точки зрения безопасности новогодние праздники? Нужно отметить, что те меры, которые мы заблаговременно приняли, они дали свои результаты. И новогодние праздники прошли достаточно безопасно и спокойно. И мы видим, что по всем показателям есть снижение. Самое главное, количество погибших на пожарах в этот период у нас снизилось в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Снизилось и количество пожаров. На 20% почти. Да, поэтому мы считаем, что результат достигнут. Как вы считаете, какая основная мера сработала? Ну, здесь нужно сказать, что это комплекс мер, потому что очень многие службы принимали соответствующие меры. Вы знаете, что у нас все системы были переведены в режим повышенной готовности в соответствии с распоряжением главы с 30 декабря по 8 января. Нужно сказать, что и соответствующим образом был организован досуг для наших жителей. Поэтому мы провели эти новогодние каникулы безопасно и интересно. Вы уже сказали, что в 4 раза снизилось число погибших на пожарах. Если в прошлом году таковых было 20 жертв пожаров, в этом году их 5. И причем только один случай, когда человек был в алкогольном опьянении. Ограничение продажи алкоголя, вы как оцениваете, насколько эффективным оно было? Вот эти показатели, они говорят о том, что это была эффективная мера? Я думаю, да. Вы совершенно верно отметили, что только один случай был в состоянии алкогольного опьянения, когда человек погиб на пожаре. Поэтому я думаю, что эта мера, она сыграла в том числе и свою роль. Поэтому я думаю, что это эффективно. Азат Равильевич, можете ли вы сравнить, как проходили прошлогодние и вообще в предыдущие несколько лет новогодние каникулы, эти длинные, да, с точки зрения алкогольных отравлений, различных интоксикаций? Мы знаем, что в этом году в Башкортостане принимали меры по ограничению продажи, в том числе потому, что было очень много алкогольных психозов, так называемых. И в этом году насколько сократилось количество таких происшествий? Ну и как самочувствие жителей Башкортостана вы оцениваете? Да, вы знаете как, наркология всегда находится в ударном режиме после новогодних праздников, и это было не только вчера, не будет сегодня, это было лет 20, 30, 40 назад. Это феномен, который характеризует нашу страну очень многие последние годы. Сейчас говорить о том, что статистические цифры у нас уже есть, конечно же, рано. Алкоголизм – это заболевание. Если мы сейчас говорим про социальный феномен приема алкоголя, это два разных феномена. Алкоголизм мы увидим где-то начиная с сегодняшнего дня. А психозы, возможно, ближе к концу месяца. Естественно, у нас полная готовность, у нас все развернуто, и мы все равно ожидаем увеличения поступлений на 30, где-то на 30% в целом, как и было. Почему? Ограничение продажи алкоголя для нашего контингента, ну, по всем данным, это, конечно, не будет работать. Для популяции в целом, для общества это работает, это однозначно, и это подтверждено. При должном контроле со стороны компетентных органов, да, конечно же. Потому что само по себе запрет, он, ну, мало что значит, если он не будет исполняться. По феномену алкоголизма, даже опять-таки, наверное, каждый раз перед эфиром практически прохожу отделение и спрашиваю, ну, сегодня у меня из 32 пациентов только один из них пил магазинный алкоголь. И даже вот когда приходили ваши репортеры, по-моему, позавчера, снимали эфир, сняли 6 или 4 пациента, и никто не сказал, что для него это была проблема. И все они говорили о том, что идет продажа не магазинного алкоголя и в довольно больших, к сожалению, количествах. Вот пока мы не скорректируем ситуацию именно по локализации, наверное, не магазинного алкоголя, этот феномен он будет продолжаться и будет расти. Но опять-таки я не говорю, что
феномен социального потребления, он, конечно, снизился. И мы это видим и по людям, и мы это видим в социальных сетях, и мы это видим среди популяции. Но опять, последние несколько лет Россия отмечена как страна, которая имеет очень адекватные антиалкогольные законы. И если мы следим ситуацию без эмоций, нас учили подходить к делу без эмоций, да, в университете медицинском, то до 30% идет снижение заболеваний с алкоголизмом за последние 10 лет. И смертности до 40%. Из-за болезни, ассоциированной с приемом алкоголя. И поэтому эти ограничения, которые сделаны сейчас, были, да, они вполне разумны в теории больших чисел. Ну и, кстати, про числа. Вы говорите, не магазины алкоголя употребляли большинство пациентов, с которыми вы пообщались. Но вот по данным правительства Башкортостана, сегодня эти данные были озвучены на оперативном совещании, 950 рейдов состоялось, стоп-суррогат. 1000 литров суррогата было изъято, и 183 точки, где вот продавались незаконно, в то время, когда действовали ограничения, там продавали алкоголь, вот там эти факты подтвердились. Вот вот эти цифры вам о чем говорят? Ну, это здорово, то, что борются, классно же. Но, понимаете, как мы это отслеживаем, даже вот с вами, да, с предыдущими коллегами, мы это отслеживаем, наверное, уже месяцев, 9 в последнее время, да. И уровень пациентов, это пациенты, это совершенно другой уровень отношения к алкоголю. Я опять говорю, что вот очень часто идет проблема путаницы не только тех, кто принимает решения, но и обывателей. То, что мы путаем два феномена. Феномен алкоголизма как заболевание – это совершенно другой феномен, требует совершенно другие подходы. Например? Лечение – это болезнь. Это болезнь, понимаете? Госпитализация и... Конечно, это подход длительный. Это болезнь с глубоким нейробиологическим нарушением. Вот я работаю в отделении лечения алкоголизма, изучения алкоголизма, Институт Бехтерева в Санкт-Петербурге. Это самый старый университет, самый, скажем так, классический университет в России по исследованию проблем психики. И там с восторгом восприняли идею ограничения продажи. Но потом в обсуждении, когда мы соотнесли с нашими сегодняшними реалиями, было очень много скепсиса, что смогут преодолеть именно незаконную продажу алкоголя. Ну, мы только в начале пути, надо отметить и этот момент. Совершенно верно. Вы, наверное, слышали, что и наши гости, может быть, слышали, что последние несколько дней обсуждается заявление Михаила Горбачева, советского лидера, который считает, что во все новогодние каникулы по всей стране идет только пьянка большая, поэтому нужно полностью запрещать. Вот как вы к этой идее относитесь? Вы знаете как? Запрещать невозможно. Ограничивать, да, запрет, он невозможен по своей сути. И второе, если мы вспомним Горбачева, то можно период так называемого сухого закона, когда, конечно, были некоторые перегибы, он характеризовался тем, что в это время было снижение смертности. И это несомненный плюс. А с другой стороны, феномен приема алкоголя социального – это такой скользкий, такой многогранный феномен, что его атаками в лоб, наверное, не возьмешь. Можно ограничить. Но запретить и ждать, что это будет, извините, по-русски сейчас, то это, наверное, несколько опрометчиво. Это долгосрочное, перспективное наблюдение. Но мы сейчас идем в русле пропаганды здорового образа жизни, и это очень даже правильно, потому что многие годы, когда вот было на самом деле довольно жесткое отношение, я помню, когда я начал работать, это просто был ужас. Сейчас и контингент стал пациентов гораздо лучше, и отношение людей к приему алкоголя стало совершенно другим. Ну и продажа алкоголя тоже стала, и качество тоже стало другим. Но, опять-таки, если мы подытожим, то я, наверное, полный запрет, я думаю, это невозможно. Ограничения, в том числе по времени, по датам продажи, по возрасту, это работающий механизм, который подтвердил свою эффективность не только в России, не только вчера, а во многих странах, в том числе, можно взять те же самый опыт Норвегии, Финляндии и так далее. Ну, еще один короткий вопрос. Мы знаем, что был случай, когда подростка, девушку 14-летнюю, нашли на улице, она была очень сильно пьяна, ей понадобилась медицинская помощь. Много ли было таких случаев? Именно в отношении совершеннолетних? Вы знаете, такой статистики у меня сейчас на сегодня нету. Я, к сожалению, узнал только за 2 часа до эфира, что мне нужно сюда ехать. И вопрос отравления – это опять-таки вопросы, наверное, токсикореанимации. Наркология – это феноменология лечения заболевания. Это уже только больные. Поэтому лично я владеть не могу. Хорошо, поняла. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Игорь из Москвы. Вот у меня вопрос. Какие мероприятия проходили в период новогодних каникул? Игорь, спасибо вам большое за вопрос. Ну, наверное, у нас ответит Кирилл Сергеевич. Ну, давайте по мероприятиям скажем, что в этом году
1 января в 12 часов. Мы и сами, и сотрудники Госкомитета тоже участвовали. Было замечательное мероприятие проведено. Это новогодний забег 2020 метров. И наши жители, те, которые ведут активный образ жизни, это было более 1000 человек, пришли и, скажем, в рамках пропаганды вот этого здорового образа жизни, да, в рамках пропаганды меньшего употребления алкогольных напитков, вот это мероприятие провели. Это первое мероприятие Нового года, которое, скажем так, оно и позитивное, да, и в профилактических целях очень, я считаю, что качественно было проведено. То, что касается экстренных служб, то традиционно все службы, как я сказал, были проведены в режим повышенной готовности. Когда наши граждане отдыхают, мы в том числе все находимся на работе и обеспечиваем их безопасность. Ну, я добавлю для нашего телезрителя Игоря, что у нас в Уфе и в городах республики работали ледовые городки. В этом году украсили их пиксельными елками. Вы, если вам очень интересно проверить не только мои слова, но и вы можете посмотреть сюжеты, которые опубликованы на нашем сайте bash.news. Игорь, посмотрите, пожалуйста, все материалы у нас опубликованы там, все выходные новогодние мы там работали. И теперь у нас, наконец, очередь дошла до Андрея Михайловича и Ильнура Мансуровича. Как работала мэрия Уфы вот с точки зрения жилищных структур, да, и коммунального хозяйства? Давайте, Андрей Михайлович, с вас. Спасибо. Как прошли новогодние каникулы? Ну, к новогодним каникулам управляющие компании УЖХ районов города Уфы подготовились заранее. Во дворах жилых домов было для проведения развлекательных спортивных мероприятий было установлено 68 елок новогодних. Подготовлено 51 ледовый городок, 54 горки, а также подготовлены и залиты 43 хоккейные коробки. А также для проведения каникул были заранее подготовлены у нас службы, чтобы безаварийно провести эти каникулы. Были подготовлены специализированные техника, это уборочная техника, подготовлены противогололедные материалы. Также подготовлены были аварийные службы, составлены графики дежурств из числа ответственных лиц, из числа работников, обслуживающих управляющих организаций, чтобы безаварийно было все проведено. С точки зрения уборки снега, как считаете, справились? Я считаю, что справились. Наряду с ежедневной уборкой снега с 3 числа управляющие компании приступили к комплексной уборке дворов. Работы проводились согласно графиков, размещенных на сайте как управляющих организаций, так и на сайте администрации города Уфы. Вот. Наибольшую трудность, конечно, в период проведения уборки во время зимних каникул – это машины. Очень много машин было во дворах, к сожалению. Думали, что люди немного разъедутся по деревням, но машин было во дворах очень много. Поэтому затруднения, это естественные затруднения, составляли автомобили. Ильнур Мансурович, вы как оцениваете? Ну, коммунальные службы города действительно справились с поставленной задачей, учитывая и погодные условия. То есть не побоюсь этого слова, что практически ни на одну минуту работы не прекращались, ну, соответственно, за исключением обеденных перерывов и пересменок. Ежедневно у нас в круглосуточном режиме на уборке улично-дорожной сети было задействовано более 300-320 единиц дорожной техники специализированной и порядка 230-250 дорожных рабочих. То есть все эти работы выполнялись включительно саму новогоднюю ночь. Погода нам, так скажем... 31 декабря там уже снег был, да, снегопад сильный. Снегопад был, поэтому, в принципе, как сказать, первоочередно была поставлена задача обеспечения безопасности дорожного движения. То есть все поставленные задачи были достигнуты. Ну, вообще, на первый обывательский взгляд, снега в этом году выпало меньше. Вот это верное ощущение или нет? Ну, снега выпало меньше, если в соотношении до как раз-таки Нового года. То есть, учитывая то, что вот мы видели новогоднюю ночь, какие погодные условия были, там, новогодние праздники, и сегодняшний день, да, то есть они перепадами, так скажем. Ну, тут надо уделить внимание, что в период обильных снегопадов первоочередно же ведется очистка улично-дорожной сети, то есть первоочередно уделяется внимание, безусловно, это участкам, где осуществляется движение общественного транспорта. В случае, как бы, что погодные условия наладились, это уже и переход на второстепенные улицы. Особое внимание уделяется очистке тротуаров. То есть для нас участник дорожного движения это не только автомобилист, то есть пешеход является таким же участником дорожного движения.
Очень много споров было в новогодние каникулы относительно Бионорда. Есть граждане, которые также создавали петиции, выступали против использования этого реагента. Да? Как вы считаете, насколько эффективно это средство? Ну, в любом случае, как мы уже вот ранее было сказано, для обеспечения безопасности нам необходимо выполнить мероприятие по очистке улично-дорожной сети до твердого покрытия. То есть это само под собой подразумевает применение противогололедных материалов. Если по классу опасности отнести Бионорд, то он относится к 4-му классу безопасности. А это высокая или низкая? Это самая низкая. Это самая То есть, низкая? если взять для сравнения пескосоляную смесь, она относится к 2-й категории. То есть, мы четко должны понимать, что пескосоляная смесь – это весенний период, у нас весь этот смет остается на прилотковой части, то есть, всем этим мы дышим. У Бионорда есть свои преимущества. В любом случае, он является реагентом. Но еще раз я говорю, наша задача – обеспечение безопасности дорожного движения. Ильнур Мансурович, ну и для автомобилистов вы можете объяснить, наносит это вред автомобилям или нет Бионорд? Ну, вообще, вот сам по себе реагент Бионорд, он состоит из минеральных компонентов. То есть, простым языком, если сказать, это в его состав входят пищевые соли. То есть, понятно, что это соль, но не более. Ну, наносит это вред автомобилю или нет? Ну, если относить категории противогололедных материалов, наверное, любой реагент, он влияет какую-то реакцию на реакцию коррозии на металл и все остальное. Но обеспечить, так скажем, очистку до асфальтобетонного покрытия, если просто растопить лед, убрать снег без реагентов, это на сегодняшний день невозможно. Спасибо, Ильнур Мансурович. Ну и у меня сейчас, Кирилл Сергеевич, еще будет вопрос относительно несанкционированных горок. Мы знаем, что есть дети, которые пострадали, потому что они катались, в частности, около Конгресс-холла. Это горки, где не оборудованы для катания, но в том числе там установлены знаки всевозможные, бетонные парапеты, но это не останавливает, к сожалению, ни родителей, ни некоторых детей. Даже погиб один 65-летний мужчина, который катался вместе с 7-летней внучкой. Они на тюбинге врезались в дерево, после чего мужчина погиб. К сожалению, это произошло на Менделеева, на улице Менделеева в Уфе. Вообще, как вы оцениваете, почему люди не выбирают безопасные горки, да, и можно ли как-то исправить эту ситуацию? Знаете, мы когда с вами встречались до Нового года, да, мы как раз говорили о том, что нужно ответственно относиться к своей безопасности, к безопасности своих близких. Я отмечу, с Кириллом Сергеевичем мы записывали отдельную программу интервью. Да. Да. И поэтому как раз мы обсуждали вот, в том числе и несанкционированные горки возле Конгресс-холла, который находится. Там ежегодно действительно происходит травмирование людей. Я могу сказать, что и муниципалитет, и соответствующие службы работу проводят, там и огораживают, и вывешивают различные аншлаги, но все равно наши граждане находят какие-то лазейки, да, и все равно пытаются там спуститься. Естественно, это в первую очередь самосознание, да, то есть мы должны понимать, что сами мы не должны показывать пример того, когда взрослые, да, катаются на несанкционированных горках. Ни в коем случае детей одних не отпускать и с детьми тоже разъяснительную работу проводить, что это очень опасно для жизни. На том же самом Конгресс-холле мы знаем, что есть там замечательный ледовый городок, есть и горка, и в этом году очень много там дополнительных сделано горок, где можно безопасно кататься и проводить время. Поэтому здесь в первую очередь нужно говорить о том, что мы должны обратиться здесь к себе. Прислушаться, конечно, к разуму, да, так скажем. Были случаи, когда терялись люди в лесу, рыбаки, туристы, пенсионеры тоже, мы знаем, терялись, да, если не ошибаюсь, до 10 человек, вот, даже больше 10 человек вот, произошли такие случаи. Как вы считаете, почему туристы не выбирают способ регистрации в специальной программе МЧС, чтобы на всякий случай быть защищенными хотя бы с этой точки зрения? И вообще, какие советы вы могли бы им дать? Здесь, знаете, такая ситуация интересная. Вот у нас действительно было 9 случаев, когда наши спасатели выезжали на поисково-спасательные работы, и во всех этих происшествиях было спасено 25 человек. И все эти случаи, они разные. Кто-то просто решил, что он проедет на машине и не рассчитал свои усилия и застрял в поле. Кто-то поехал на снегоходе, и у него там заблудился, он кончился бензин. Ну и, конечно, самый такой случай, да, это у нас в Белорецком районе, причем 6 января там произошло сразу 2 происшествия, когда люди потерялись. То есть сначала вечером заблудился один мужчина, 2 его пошли искать, тоже заблудились.
Наши спасатели оперативно выехали. Кто сообщил об их пропаже? Их нашли, а их пропаже сообщили их друзья, которые Остались дома? которые остались и увидели, что они не вернулись. Далее, буквально через час, поступило сообщение о том, что женщина 57-го года рождения, тоже она отправилась на восхождение на гору Иремель в составе 6 человек. К сожалению, тут, конечно, вопрос к составу тоже ее группы, да, потому что те 5 человек, которые с ней были, она начала отставать, ну, просто ее не стали ждать, она осталась одна. Уже в темноте не смогла она найти правильный путь, и поисковые работы проводились всю ночь, ее нашли только к 12 часам дня следующего дня. То есть, соответственно, она в лесу провела более 30 часов и уже находилась, скажем, в изможденном состоянии, поэтому своевременные действия спасателей, сотрудников природного парка Иремель помогли ее спасти. Поэтому какие здесь советы? В первую очередь нужно рассчитывать свои силы, правильно планировать маршрут, не отправляться ни в коем случае в лес одному, иметь с собой заряженный сотовый телефон, какие-то там хотя бы элементарный перекус с собой на случай, если вы какое-то время будете находиться. Вот. Ну и вы правильно совершенно сказали, проходите регистрацию, и тогда спасатели своевременно смогут оказать вам помощь. Спасибо, Кирилл Сергеевич. У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Ну, к сожалению, сорвался. Там, если не ошибаюсь, был вопрос по уборке одного из дворов. Ну, это, Андрей Михайлович, если человек захочет, он еще раз перезвонит, и мы узнаем, что он хотел сказать. Кирилл Сергеевич, я знаю, что спасатели также дежурили на горнолыжных базах в Башкортостане. Как там проходило их дежурство? Ну, в том числе возле одного из комплексов тоже у нас поисковые работы проходили. Один молодой человек умудрился даже возле горнолыжного комплекса заблудиться, но тоже его в течение 2 часов нашли и оказали необходимую помощь. А так могу сказать, что все знаете, что при любом происшествии мы все обращаемся в систему 112, поэтому традиционно в период новогодних каникул, в новогоднюю ночь мы фиксируем там рост звонков. Поэтому с 31 на 1 число наши сотрудники более 9 тысяч звонков в систему 112 обработали и оказали необходимую помощь, были направлены соответствующие экстренные службы. И эта работа, она вот в новогодние каникулы активизируется. Спасибо, Кирилл Сергеевич. Я добавлю, что по нашему голосованию мы спрашиваем телезрителей, довольны ли они, как провели новогодние каникулы. 51% наших телезрителей доволен, но 49%, к сожалению, нет. Обсудим это сразу после рекламы. Ну а сейчас небольшая пауза. Оставайтесь вместе с нами, мы скоро вернемся. Это программа «Вечерний телецентр». В эфире башкирского спутникового телевидения мы обсуждаем то, как прошли длинные новогодние каникулы. Вы можете присоединиться к нашему разговору, можете позвонить по номеру, который видите на своих экранах, либо принять участие в голосовании. Мы спрашиваем, довольны ли вы тем, как провели новогодние каникулы. Ну вот, конечно, результаты на данный момент, они очень удивительны, потому что практически 50 на 50. Кто-то доволен, кто-то нет. Нам очень интересно, чем именно недовольны, поэтому призываю вас позвонить и рассказать, чем вы недовольны. Можете даже рассказать анонимно, не представляться. Ну и я попрошу Кирилла Сергеевича прокомментировать, как вы можете прокомментировать вот эти результаты. 52% довольны, 48% недовольны новогодними каникулами. Здесь, конечно, достаточно субъективная оценка. Я думаю, во многом это связано тоже к самому подходу к оценке. Да? То есть у нас всегда есть пессимистический подход, есть оптимистический подход. Поэтому я думаю, что на самом деле у нас возможности были предоставлены достаточно широкие в республике и для активного отдыха, и для какого-то культурной программы. Поэтому на самом деле возможности были все предоставлены. И тот, кто хотел отдохнуть интересно, активно, тот это сделал. А тот, может быть, кто не успел, не сумел, я думаю, в следующем году нужно будет наверстать упущенное. Азат Раильевич, как вы считаете, почему такие результаты? Ну, честно говоря, я удивлен, я думал, где-то 70% будет довольны. Но есть такой термин мировой, построждественская депрессия. Это когда человек постоянно в гостях, общается, ярко все ждет нового, а потом раз наступает будни, и в принципе ничего особо не изменилось.
И, возможно, мы попали с вами именно в тот тренд построждественской депрессии, так называемый, как в Европе называется. У нас постновогодняя депрессия, когда идет некий спад. Ну и, наверное, можно отметить фактор финансовый, что после новогодних дней у многих просто нет на что можно порадоваться. Вот. А так, я думаю, что все здорово, то есть каждый день это же, в принципе, счастье. Рождественская депрессия – это примерно как после отпуска, да? А построждественская, да? Построждественская, самое, да. То есть примерно то же состояние. Механизм тот же самый, да. То есть человек радуется, он ожидает, что все вот с боем часов все изменится, все ярко, все цветет, он не работает, он высыпается, у него высокий уровень в некоторых нейротрансмиттеров, которые дают настроение. А, соответственно, приходит в работу, и он понимает, что все, в принципе, то же самое. И плюс идет биологический сбой, потому что он привык к другому. Даже, наверное, спросите вас, вы все равно спали больше, чем простые дни до этого. Да? То же самое и я. И у нас идет некий сбой, что формируется как некий ответ, который видится в виде чуть пониженного настроения. И человек интерпретируется как плохое настроение, либо неудачу в прошлом. Самое главное, как выходить из этого состояния? Ну, не входите, да. Во-первых, когда меня спрашивают, как выйти из запоя, то лучше мне, конечно, не войти. Давайте и на этот вопрос ответим нашим телезрителям. Но знаете как? Давайте сначала из построждественской депрессии, а затем как выйти из запоя. Ну, знаете как, это же естественный вопрос. То есть, для если вас, да, есть человека есть радость, то по закону вероятности всегда будет обратный прогиб синусоида. То есть это обычное дело, просто человек его переживет, да и все. Но я сейчас не говорю про тяжелые проблемы, которые могут привести в том числе и к летальным исходам. Да, если же у человека есть выраженная, стойкая, некорректируемая депрессия, сниженное настроение или мысли, которые могут привести к плохим действиям, то, конечно же, стоит обратиться к психотерапевтам, к психиатрам и так далее, да, для спасения, как минимум, жизни или получения хорошего настроения. Ну или хотя бы к тем, кому доверяет человек. Вы знаете как, если это проблема биологическая, то есть заболевание, то тут вопрос доверия, разговоров, он все-таки не столь остро стоит. Если это нейробиологический дисбаланс, именно что является этиологией депрессии, алкоголизм и прочие заболевания, то, конечно, надо корректировать с точки зрения доказательной медицины и подходить к этому адекватно. Тогда и будет хороший, адекватный, стойкий успех. Если же мы говорим про прием алкоголя, понимаете как? Как выйти из запоя, да? Да, как выйти из запоя, то опять-таки есть два феномена. Есть феномен социального приема алкоголя без заболевания, да, который характеризует большинство все-таки людей. И ну, есть проблема... Это как? Как часто человек пьет алкоголь. Вообще алкоголь в любых количествах он вреден. В любых это количествах. доказано, абсолютно, да. Есть так называемая условно-безвредная доза, стандартный дринк, рассчитанный американскими учеными, да. Но доказано, что любое количество алкоголя, оно токсично. Это однозначно. Алкоголь вреден, да. Но с другой стороны, это феномен, который идет в культуре, который есть и который человек воспринимает как реальность. Поэтому, если мы будем говорить, что его нет, то это будет как минимум цинично. Опять-таки, конечно же, наверное, если сейчас мы говорим про болезнь, как выйти из запоя, то тут, конечно же, очень сложно и опасно. И самое главное, вот большая проблема, это, наверное, обращаться к неспециалистам. Так называемое прокапывание неспециалистов. Потому что есть определенное... Вот самое страшное, когда человека капают, ну, так называемо, чистить кровь, да, такое ужасное выражение. Я когда пытаюсь объяснить его коллегам с Европы, они все смеются, сперва плачут, потом смеются. Потому что, ну, как можно кровь почистить? А у нас прям принято ставить капельницы. На самом деле это очень опасно и очень страшно. Во-первых, можно убрать нужные микроорганизмы, такие как микроэлементы, там, калий, магний. А во-вторых, можно просто при неправильном использовании вызвать такие тяжелые синдромы, как синдром Корсакова, энцефалопатия Гая-Верника, это необратимое состояние, когда человек теряет память. И это связано чаще всего с введением больших доз глюкозы без введения определенных веществ. Это сложный очень патогенез. И поэтому я советую, что если вдруг такая проблема случилась, надо принять как факт и постараться человек обратиться к специалистам. Почему? Потому что в случае резкого прерывания приема алкоголя, одномоментного, там, усилием воли, либо запирать, то как раз-таки формируется то, о чем вы говорили в самом начале, это алкогольные психозы. Алкогольный делирий, алкогольный галлюцинация. То, что ожидает сейчас нас, где-то, наверное, ближе к концу месяца у нас будет большой их пик. Это как бы происходит такое ежегодно. И в этом случае, конечно же, патогенезом алкогольных психозов является резкая отмена или прекращение поставки алкоголя в организм, потому что нейробиология уже перестроилась, алкоголь встраивается в цикл необходимого для существования. И организм таким образом испытывает дисбаланс. Конечно, надо обращаться к врачам. И ни в коем случае я вот дико не советую применять такие методы, как запирать, там, ограничивать. Вот из-за этого даже на моей истории, наверное, человек 5-7 погибших есть, которые вылезали в окошки, там, прыгали и так далее.
Поэтому, если есть проблемы, надо к врачам, конечно, однозначно. Спасибо за ответ. Сейчас я вам тоже слово дам, но сначала звонок от телезрителя. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Амина. Я проживаю в Уфимском районе, село Михайловка. И хотела бы немножко высказаться по поводу довольны-недовольны и по организации отдыха в праздничные дни взрослого населения. Я понимаю, что есть много горок, организован отдых детей, елки, горки. Молодежь до 30-40 лет могут себе позволить выехать в пригород, на турбазы, дома отдыха какие-то, коттеджи. А вот предпенсионный и пенсионный возраст взрослых людей. Вот мы, например, со знакомыми, в основном с пенсионерами, очень приятно было бы, если были бы организованы туры автобусные, проехать, посмотреть вечернюю Уфу, вечерние красиво украшенные елки. Потому что днем это невозможно, не видно этой красоты. А вот ездить каждый день в разные стороны, и город очень протяженный, было бы очень приятно. Как-то вот в другом ракурсе увидеть отдых вот именно взрослых людей. Спасибо большое, Амина, вам за ваше мнение. Я думаю, оно очень интересно. Но вот единственный представитель власти, кто может передать эту просьбу, Кирилл Сергеевич, как вы считаете, это возможно? Да, очень интересный вопрос. Действительно, мы коллегам из Госкомитета по туризму и администрации Уфимского района обязательно этот вопрос по Михайловке адресуем. Я думаю, они это учтут, и в течение этого года и на следующие новогодние каникулы обязательно какие-то дополнительные активности там появятся. Ну и для пенсионеров что может быть интересно? Различные концерты, видимо, да, тоже? Ну, у нас на самом деле в республике реализуется, и в том числе различной поддержкой социального туризма, как раз то, что касается пенсионеров. Поэтому, я думаю, можно будет обратиться, обязательно коллеги подскажут, каким образом можно будет развлечься и этой категории. Спасибо большое. Андрей Михайлович, как вы считаете, почему у нас вот такие результаты предварительные голосования 50 на 50 практически? Ну, я считаю, что это предварительные результаты голосования. Я буквально после Нового года разговаривал с коллегами, довольно-таки многими коллегами. Все очень довольны были Новым годом. То есть, возможно, появилась возможность отдохнуть с семьями, куда-то съездить, с детьми погулять, покататься на коньках, на лыжах, в гости сходить. Это очень хорошо. К концу, я думаю, нашей передачи процент позитива повысится намного. Давайте посмотрим сейчас. Ильнур Мансурович, вы как можете прокомментировать? Ну, сугубо мое мнение, город относительно, так скажем, с предыдущими годами он был насыщен мероприятиями. Тут необходимо отметить и количество оборудованных ледовых городков. То есть это и концертные программы, которые были в новогодние праздники, включая главные площадки вы имеете в виду? Да, включая саму новогоднюю ночь. Также для удобства горожан и гостей города, как мы помним, уже у нас праздничный салют был организован на 2 площадках, то есть это и в северной части города, и в южной. Но тут также необходимо отметить, что данные мероприятия в городе, они практически еженедельно проводятся, то есть Масленица или еще ряд, то есть те же самые ледовые городки на сегодняшний день, несмотря на то, что, как говорится, мы вышли из периода зимних каникул, они на сегодняшний день продолжают функционировать, и будут они функционировать как минимум, работать до середины февраля. Безусловно, это будет обследование, ежедневное обследование на предмет безопасности. Все-таки эта конструкция такая, как лед, так будем говорить. Поэтому эти мероприятия будут продолжены. И еще раз я говорю, практически еженедельно, и вся эта информация размещается на сайте города. Андрей Михайлович, к вопросу безопасности. Сосульки на крышах домов многоэтажных. Вот как здесь выстроена работа? Работа выстроена в должном уровне. То есть во время зимних каникул были организованы очистки кровли, как от сосулек от наледи, так и очистка надбалконных козырьков. У нас ни много ни мало в городе Уфе по 8 управляющим организациям порядка 12 500 надбалконных козырьков самовольно установленными гражданами, которые, к сожалению, граждане не очищаются, приходится задействовать силы порядка управляющих организаций. Работы ведутся ежедневно. Порядка 70-80 бригад до 300 человек кровельщиков поднимаются ежедневно, производят очистку скатных кровель, надбалконных козырьков во избежание травматизма населения.
Те места, где не успевают очистить, естественно, обслуживающие организации огораживают сигнальными лентами. На фасадах, скалях жилых домов, чтобы как-то обеспечить безопасность граждан, подготовлены объявления размещены, что опасно, сход снега, наледи. Во-первых, не ставить свои автомобили. Ну и жителям во время оттепелей порекомендую в первую очередь посмотреть наверх. Ну, подсказывают сейчас, что очень много звонков возмущенных уфимцев, которые жалуются, что не убирают снег. Мы понимаем, что они могут обращаться либо в ЖЭО, либо в управляющую компанию, но есть ли еще какой-то единый номер телефона, куда они могут отправить заявку? По уборке снега скажу так, значит, и уборка снега производится ежедневно. Но По графику? сразу, нет, ежедневно, уважаемые. Во дворах? Да, так точно. Но за раз, то есть убрать такое количество снега, которое во дворах, невозможно. Уборка идет поэтапная. Ни много ни мало 4592 дома жилых. Ежедневно на уборке придомовых территорий работает до 160-170 единиц техники. То есть это работают и погрузчики, это работает и малогабаритная техника. Также работают, в настоящее время начали применять тяжелую технику. А частный сектор? Как убирается? Частный сектор убирается у нас специализированными организациями, это МУБами районов. А жилищный фонд, который находится в обслуживании управления УЖХ районов, убирается техникой УЖХ районов. Угу, спасибо. Если вопросы есть по уборке, то рекомендую, значит, необходимо позвонить в диспетчерские службы непосредственно управляющих организаций, обслуживающих организаций, либо в диспетчерскую службу города Уфы. Все меры по уборке будут приняты своевременно. Угу. Кирилл Сергеевич, у нас новогодние каникулы, конечно, закончились, но впереди крещенские купания будут. Как здесь будет организована работа? Расскажите, пожалуйста, как не попасть в ЧП? Традиционно также эта работа будет организована. Во-первых, будут обеспечивать спасатели непосредственно те места, где будут проводиться купания. Они определены. Так же, как и в период новогодних каникул, у нас все силы и средства будут проведены в режим повышенной готовности. Также уже распоряжение главы республики по этому поводу подписано. И в целом комплекс мероприятий будет организован для безопасного проведения. Спасибо. Ну и вот прогноз Андрея Михайловича, что тех телезрителей, кому понравились новогодние праздники, их увеличилось до 61%. Таковы результаты. Благодарю наших гостей за то, что сегодня пришли в программу к нам. А это была программа «Вечерний телецентр» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Мы говорили о том, как прошли длинные новогодние каникулы в Башкортостане. И они прошли намного безопаснее, чем в прошлый год. Добавлю, что по данным МЧС количество погибших на пожарах снизилось в 4 раза, с 20 до 5, и на 20% снизилось число самих пожаров. Берегите себя.